Бзила шабет хашасвет абсолютно хубшра канал я хубшва загим, а эфира чехоб зиграста и лахчехо адретра. Я хартоит абсу культура ашта агуашку. Бзила шабет. Рамина уже халердру зараб хоб хасас шам, баратып хачарала балага сара арпестрот сардру татили хубшра. Добрый вечер. Сегодня в нашей студии особенные гости. Недавно отгремел грандиозный концерт «Хиты 20 века», и мы пригласили в нашу студию его ярких участников. Если вы были на концерте, вы понимаете, о каких энергиях мы говорим. А если нет, сейчас узнаете из первых уст. Давайте поприветствуем. У нас в гостях Александра Морозова, певица, дочь легендарного композитора Александра Морозова, народного артиста России, пианистка, концертмейстер, заведующая учебной частью детской школы искусств имени Ковача Тамара Шанава. يجت حاسس شرخ سراسي سويت وي دجدرو تخمبا دا بسن زجيت سردروا барабан астрию йоб урастула пе акпия канала че проект голосиха ал юрхит ешере Денис Хагба бзилабет яра шохюб яробас барабан дасвей نویس به حاسس یخات سندروشن تو ده زاید یارا دالگیت رستو ویگو کنسرواتوری واقع ایستراده جاز آخشا باس гитара А-класс Алла. Гарик Кочебащан. Бзила Шабит, оркестра. Добро пожаловать. Так как Александра являлась инициатором этого мероприятия, этого замечательного концерта, я думаю, что начнем с вас. Александра, расскажите о себе и расскажите, пожалуйста, нам о Гасане Багирове, нашим зрителям. Так как у него не получилось сегодня присутствовать в нашей студии, он находится в Санкт-Петербурге. Холебзе. Холебзе. Ну, что могу сказать? Я уже 9 лет живу в Абхазии. Так получилось, что это была моя мечта с детства. Я впервые сюда приехала, когда мне было 3 года, вместе со своими родителями. И вот поняла, что я должна, когда вырасту, жить здесь, потому что здесь есть море, потому что здесь есть солнце, здесь живут прекрасные люди. И вот моя мечта сбылась. 9 лет я уже живу в Абхазии, в Сухуме. И, конечно же, я неоднократно принимала участие в каких-то сборных концертах, на мероприятиях, но у меня была всегда тоже мечта сделать вот такой большой концерт в Сухумской филармонии. И вот 5 ноября моя мечта сбылась. Ну, конечно же, не без участия вот этих всех прекрасных людей, которые сегодня находятся здесь. Я очень рада, что они откликнулись вот на мой призыв принять участие в этом концерте. Вообще, вы знаете, вот как идея, да, возникла, наверное, несколько слов. Ну, мой папа, вы сказали, что известный композитор, он написал множество хитов. И, конечно же, основные хиты моего папы были в 20 веке. Почему хиты 20 века? И я знаю, что в Абхазии очень любят советскую музыку, вообще да, все, что было во времена СССР, и это, ребята, очень здорово, потому что я сама все это очень люблю, и когда меня спрашивают, хотели ли вы когда, вернуться вот туда, я всегда говорю, что да, однозначно да, потому что тогда мы вот... Ну, не знаю, это другая была жизнь, я думаю, что со мной многие согласятся. И мне очень приятно, что вот именно в Абхазии сохранилась эта атмосфера, это атмосфера вот времен СССР, потому что я вот, например, помню, как в Санкт-Петербурге, я родом из Санкт-Петербурга, у меня были прекрасные соседи, с которыми мы дружили, с которыми ходили. И, вы знаете, потом это все как-то вот исчезло. Ну, в Москве, в Санкт-Петербурге все это исчезло, а здесь это все осталось, вот как во времена СССР. И мне это очень приятно, поэтому я живу здесь. Вот. И вот я решила сделать именно поэтому такой проект «Хиты 20 века», потому что я понимала, что, зная всю специфику вот жизни в Абхазии, что эти песни здесь любят, их все знают, и все поют, да. И мне очень захотелось именно сделать «Хиты 20 века», чтобы люди приходили на концерты и не просто сидели, да, вот слушали музыку, да. А как было? Вставали, пели, танцевали? Вот как было у нас на концерте, ну, сейчас это мы посмотрим, да.
Поэтому вот программа у нас называлась «Хиты 20 века». И я думаю, что мы будем продолжать эту программу, потому что очень были хорошие отзывы и рецензии на эту программу, и концерт прошел с большим успехом. А уже планируется что-то? Вы после первого концерта думали об этом? Конечно. Когда будет? Мы Как сразу это думали, будет? сразу же после концерта уже идея была, конечно, продолжить. Но мы должны были понять, как это все пройдет, прошло это все на ура. На ура, да. Да, поэтому, конечно, я думаю, что у меня вообще есть мечта, вот, знаете, ну вот раз в 2 месяца хотя бы делать такие концерты. Почему бы нет? Чтобы люди приходили, чтобы были прекрасные вот такие вечера, теплые, атмосферные, да, и очень много еще хитов 20 века, которые хотелось бы исполнить. Как и вы вам, сюда и всё. заманили Гасана Багирова? Гасана Ну, Багиров, вообще да. надо отметить, что, вернее, познакомить зрителей. Гасан Багиров, известный джазовый гитарист России, один из лучших. Он солист Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. Сегодня он не присутствует в нашей студии, но Александра расскажет о нем и как родилась идея именно с ним начать этот проект и другие подробности. Ну, я бы хотела, Раминочка, дополнить, что Гасан еще является обладателем премии, единственным обладателем премии сэра Пола Маккартни за исполнение композиции «Битлз». Он ему вручал, сам сэр Пол Маккартни приезжал в Санкт-Петербург, и для Гасана это, конечно, была большая честь. Сегодня мы тоже это посмотрим. Он, естественно, играет композиции «Битлз», играл в концерте хитов 20 века. Гасан, мы с Гасаном вообще знакомы очень давно, и очень дружим, и много мы с ним работали. Он работал с моим папой, был музыкальным продюсером его, и мы много ездили на разные концерты, гастролировали, джазовые фестивали. И, конечно же, наша дружба вот многие-многие годы, и он приезжает ко мне сюда в гости. Когда он был в сентябре месяце в этом году, вот представляете, дорогие друзья, вот сколько лет он приезжает, и мы только почему-то в этом году решили сыграть концерт. Да, ну, конечно же, не без абхазского вина, абхазское вино нам помогло в этом беседке, да. Вот в сентябре месяце мы собрались вечером, и я говорю: Гасан, может быть, мы все-таки уже порадуем с тобой сухумского зрителя. Гасан Багиров прислал нам видеообращение для нас и для зрителей. Давайте посмотрим на экран. Здравствуйте, друзья! Пользуясь случаем, хочу передать большой привет и поздравить всех жителей страны души с наступающим Новым годом. Вспоминаю прекрасные дни, проведенные в Сухуми, и концерт в филармонии. Передаю привет прекрасным абхазским музыкантам. Надеюсь, что скоро мы увидимся и снова сыграем для прекрасной абхазской публики. С наступающим Новым годом! Из Санкт-Петербурга с большим джазовым приветом. Ура! Спасибо большое Гасану. Я думаю, в скором времени уже приедет и будете давать второй концерт, как вы уже и говорили. Александр, скажите, пожалуйста, Гасан часто приезжает, да, к вам? Или Да, приезжал? просто в гости. Но это его первое выступление перед Первое, абхазской да, публикой. да. Да. Как он воспринял, какие эмоции были после, что он вам рассказал? Хочет ли еще? А может быть, он вообще не хочет? Ну уже как не выступить? хочет, вы что? Ходит. Я думаю, что сейчас будет это все понятно, какие у него были эмоции. Я думаю, что это лучше скажет сейчас вот видео, которое мы посмотрим, потому что это все видно, мне кажется, на видео, его эмоции. И, конечно же, Гасан был в восторге. Давайте сейчас посмотрим отрывок из выступления его в филармонии, а потом уже дальше продолжим. Мы были с вами по ночам,
его прекраснее сухумских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его прекраснее сухумских окон негасимый свет. Сухумских окон негасимый свет. Спасибо огромное, дорогие друзья, спасибо. Вы так смотрите и слушаете, невозможно играть иначе. Ваши эмоции я просто отображаю, и ваши аплодисменты. Все очень просто. Спасибо. У нас сегодня замечательный контакт. Ну, вот я, Здорово. собственно, думаю, что Но да. помимо того, что он виртуозно играет, еще, оказывается, и поет. Да? Он поет, да, но он вообще поет, он очень любит Джорджа Бенсона, прекрасного гитариста, и он обладает техникой скета. Вот Гасан почему-то, я не знаю почему, но на этом концерте он не попел, но все впереди. Немного он спел, да? Да, немного, да. Нет, ну Но вот, вот во втором концерте будет. можно уже пару вещей, которые Да, он да, еще да. и Я споет. Да. думаю, что все будет. Да, всё. у меня вопрос к музыкантам, так как я знаю, что Гасан приехал за несколько дней до концерта. За 2 дня. За 2 дня, да. А мы знаем, что если готовишься к концерту, это кропотливая работа, часами занимаются с утра до вечера и прочее. Сложно вам было быстро найти с ним контакт именно в музыке, или же это все произошло прям очень быстро и легко? Ну, произошло это достаточно быстро, так как мы этим делом занимаемся давно. У всех достаточно, в принципе, опыта для того, чтобы найти коннект в музыкальном смысле. И с помощью нескольких буквально репетиций и заранее присланной программы нам стоило только встретиться пару раз, пройти эту программу, прорепетировать, и тогда мы поняли, как нам дальше двигаться, и, собственно, вот получилось, что получилось. Ну, нам понравилось, мне очень понравилось. Здорово. Из того, что мы видим, очень классно. Да, получился очень хороший концерт, и вообще эту идею вот Саша с Гасаном мне первые предложили, когда я летом работал, во время моей работы в Афоне, я в Афоне работаю, у меня свое трио, я каждый день играю там джазовую музыку в ресторане «Панорама», и вот они приехали, мы сели, поговорили, они предложили, я с удовольствием согласился, потому что я всегда готов к любым музыкальным авантюрам, скажем так, и вот на этот раз тоже не исключение.
И мне очень все понравилось. и Были всё было у вас позитивно. споры при выборе аранжировок? Нет, нет. В большей степени инициатором данного направления и стиля концерта вот были Саша и Гасан в большей степени. Ну и, конечно, мы предлагали свои какие-то варианты, которые были тоже рассмотрены, и некоторые из них, что называется, применены на самом концерте. Коллективное творчество. Ну, Да, какой- да, Вот сейчас вопрос ко всем. Какой момент подготовки или во время концерта был волнительным, в техническом смысле сложным? Да? Может, какой-то проигрыш или вокал? Вот вспомните, пожалуйста. Или самая Было что-то проблемная такое? песня. В Да. смысле исполнительства? Ну, и в вашей работе, и в... Исполнение, да. У нас проблем не было. Нет, у вас не было Мне такого? кажется, в общем, ну как бы, если взять общее такое состояние, именно начиная с вот с того времени, когда вот, скажем, начинался день концерта, то, наверное, самое волнительное, ну как и обычно у всех музыкантов и певцов и у всех артистов бывает, это начало концерта. Начало концерта самое ответственное, то есть нужно подать тон, да. именно, да, правильно, тот тон, который пойдет дальше на протяжении всего концерта. А там уже дальше, как говорится, по накатанной. Ну, и вперед. расскажем, да, все-таки были моменты. Александра перфекционист, она хочет, чтобы все было идеально. И во время репетиции Саундчек, у да, нас был были потрясающий. такие небольшие проблемы. Александра даже не хотела выходить на сцену вечером. Небольшие проблемы со звуком. Но, слава богу, все разрешилось, Ну, мы все профессионалы, настроили. мы вышли и пели как могли. Это из того, что я помню. Может быть, у вас что-то было. А какой Я сам- хочу вот перейти Да, к да. Тамаре. Во-первых, я хочу Тамару поблагодарить за то, что я ее часто очень вижу в мероприятиях, и рядом с ней очень много молодежи. Как нам известно, как мы знаем все, кто живет в Абхазии и не один год, здесь молодежь очень не такая активная, как хотелось бы в плане музыки. Но вы всегда рядом, помогаете, если это концерты, даже если это не филармония, какие-то квартирники и прочее, вы всегда там. За это вам спасибо. И второе, хотел бы узнать, когда вы узнали о том, что будет концерт, как вас пригласили, согласились ли вы сразу, может быть, нет. Да, Вы были расскажите, знакомы вообще до, Нет, не до было. Расскажу концерта? с удовольствием. Знакомы были до Нет. того, как Нет, вам предложили? она сказала, что это очень профессиональный пианист. И тяжело ее Её уговорить. очень тяжело уговорить. Она очень занятой человек. Этот концерт очень знаковый для меня. Сейчас все так вкратце постараюсь объяснить, почему. Ну, во-первых, спасибо за теплые слова. Это правда очень От души. приятно, потому что я все, что делаю, начиная со своей работы в школе искусств, да, уже 20 лет я там работаю, и продолжаю вот что-то делать в каких-то мероприятиях городских, особенно для молодежи, для детей. Это всегда силы, это всегда нужна вот такая энергия, которая заряжает. Ну и плюс надо примером быть, ну, потому как бы стараюсь и расти, и развиваться в разных жанрах, и всегда быть доброй, позитивной, потому что у всех свои проблемы, заботы, но люди все-таки ищут тепла и, да, вот какого-то света. Это один момент. Есть чудесная, вот моя близкий мне человек и восхитительная певица Мадина Кварцхелия, да, она тоже участвовала в концерте, но сегодня, к сожалению, не может присутствовать. И это все из-за нее. Ей, кстати, я практически никогда не отказываю. Да, мы давно с ней дружим, и я восхищаюсь ее талантом и ее именно внутренним вот содержанием. Она очень душевная, прекрасный человек. И она мне позвонила и рассказывает. Естественно, я заочно знала, конечно, и Александру, и, естественно, знала, чья она дочь. Ну, вообще не представляла даже, что она здесь находится. Ну, как-то вот так не пересекались никогда. И Мадина мне рассказывает, что вот о Гасане я так тоже слышала в музыкальных кругах, где-то даже вот и концерты его видела. Я говорю, ну, хорошо, тебе я отказать не могу. Потом начинается другой разговор, что там целый концерт, и приезжает вот гитарист. Я говорю, no, я не джазовая пианистка, то есть именно вот чисто. Если вот музыканты прекрасные представители именно этого направления жанра, ну, будем говорить откровенно, они профессионалы. И поэтому для них эти все произведения и эти все понятия, они, да, они у них в крови уже все. Я тоже профессиональная пианистка, но как бы джаз это слегка другое направление. Совсем другое дело, когда я поняла, что там аранжировки Гасана, то есть немножечко то есть ты не можешь найти прям ноты и просто сесть сыграть. Времени было очень мало. Мне звонит Александра: Тамара, не переживай.
Мы видели, еще мы не Нет, знакомы подожди, даже. было немножко не так, Тамарочка. Мне позвонила Мадина и сказала: я тебя очень прошу. Я тебя умоляю, Сашенька, пожалуйста, позвони Тамаре. Я говорю: а что я ей скажу? Я говорю: ты же уже все сказала. Она говорит: Успокой. а ты должна ее успокоить. Вот она должна тебя послушать, вот она тебя услышит, и вот тогда она успокоится, и тогда оно совсем, все будет хорошо. Я говорю: хорошо, говорю, давай мне ее телефончик, говорю, я ей позвоню. Ну, я вот позвонила, говорю: Тамарочка, здравствуйте. Да, я говорю: Саша Морозова, я говорю, беспокоит. Ой, Саша, здравствуйте. Я говорю: все нормально. Я говорю: слушайте, я говорю, все хорошо, все профессионалы. Я говорю: все будет нормально. Я говорю: не нервничайте, не переживайте. Окей, готовимся. Ну, собственно, хочу отдельную благодарность выразить именно ему. Во-первых, потрясающий музыкант, удивительный человек. Каждую песню с Всё ним, получилось даже да, очень здорово, заочно, на самом деле. мы созвонились, обсудили. Я сказала, здесь я вот... Потому что, когда времени совсем мало, мы должны быть поддержкой и вокалистам, Ну, и вообще, ему это в была первую очередь. авантюра. Да, это страшная авантюра. Страшная потому что авантюра, потому но что она программа прошла. очень серьезная. Он еще рояль, говорит: мы рояль тебе вытащим, мы клавиши поставим. кнопку. Боже мой. Нет, потрясающий музыкант. Я говорю, я была абсолютно спокойна и счастлива участвовать в таком мероприятии. Я, конечно, нервничала страшно, это все мои домашние знают, и все мои друзья: как, что, Тамара, как ты? Я говорю, я волнуюсь ужасно. А у Конечно. вокалистов, говорят, спелись. А как у тех, кто Сыгрались. играет? Сыгрались. Знаете, А давайте вы посмотрим, сыгрались как всё-таки. они сыгрались. И как раз у нас есть нарезки выступления Александры Морозовой. All my drama seems so far away. Now it looks as if it'll say, oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. I believe in yesterday. Я люблю все сильнее. Браво! Фантазер. Ты меня называла фантазер. А мы с тобой не пара. Ты прекрасна, как фея. Ну, а я люблю все сильнее. Молодцы! Вот так же, как она, сюда мы бегали, ребята, глаза блестели, как агаты, и на щеках играла кровь. Так больно, судьба под аккорды, и нужно говорить свободно, про жизнь и про любовь. Спасибо! Итого! Саша Спасибо! Спасибо! Здорово. Потрясающе. Но у Здорово. меня, пока я смотрел, возник один вопрос. Нам известно очень много, когда один из родителей очень знаменитый человек, и его ребенку всегда приходится доказывать всем, что он не просто там сын или дочь какого-то известного артиста, а тоже является артистом, талантливым человеком. Вы в своем творческом пути столкнулись ли с таким? Да вы знаете, наверное, нет. Я вообще никому никогда ничего в жизни своей не доказывала и не люблю это делать. Я просто выхожу, я просто пою, я тоже пишу песни, мне этот дар от папы перешел.
Я композитор, у меня были свои проекты. И не знаю, но всегда... Его знаменитость на вас не повлияла, ну, то есть проблем Я, никаких не вы знаете, создано? я очень скромный человек, я очень не люблю всегда вот об этом вот говорить, что я дочь такого знаменитого композитора. Конечно, у меня была жизнь, о которой может мечтать только любой человек, наверное, да, и большие сцены, и все звезды эстрады были в нашем доме всегда. И Последний вот сейчас концерт, на который тебя пригласили. а да, ты 7 декабря, вот, не по едешь. памяти Людмилы Сенчиной, это моя крестная мама была, если вы помните, была такая замечательная певица Людмила Сенчина, она пела папину песню «Камушки», а по камушкам, а по камушкам, а по камушкам речка бежит. Так вот она не едет. Да, так вот она не едет, да, и вы знаете, а я говорю, мне не надо, у меня Спокойствие. уже был успех в Абхазии, я лучше здесь посижу, буду готовиться к Новому году, а может быть мы еще что-то до Нового года здесь придумаем, поэтому я в афише, понимаете, везде, сейчас вот висит афиша, везде Саша Морозова, но я не еду на этот концерт. Все, что я могла, я все уже сделала там, теперь я хочу сделать здесь. Круто. Я хочу к нашему следующему гостю перейти, к Гарику. Гарик, расскажите, пожалуйста, о своем творческом пути. Как часто вы выступаете здесь, в Абхазии? Вообще мы знаем, что у музыкантов не так много возможностей проявить себя здесь, в Абхазии, потому что это либо такие концерты, когда человек уже знает, что у него будет, но вот так просто взять и там в месяц раз где-то сыграть, это не так часто. У В вас основном, да, работа в Сочи, конечно. Вы туда выезжаете, да? Туда в Россию? выезжаю, ну, как бы не регулярно, ну, так бывает Ну, вам иногда. близко, вы в Цандыпше живете, да? Да, мне просто удобно по транспортной логистике, скажем. А так бывает выступление, вот именно, если в Абхазии, только с Дэном, с Денисом. Он как А бы трио, о мы с ним- котором он говорил, вы в этом трио, да? Я так понимаю? Бывает, Бывает, да, У меня бывает. бывают, меняются музыканты, но вот Гарик со мной часто играет и в моем трио, и там в многих других Ну, проектах. как мы с где ним мы познакомились, так иногда, если бывает, как-то мне иногда везет с ним играть. Реально везет, потому что он хороший музыкант, профессионал. И как и барабанщик, и как прекрасный вокалист, в принципе. Наверное, как вокалист мне больше даже нравится, чем Кстати, я барабанщик. хочу вас поддержать, что Потому как что когда он вокалист, поет, мне это очень невероятно нравится, да. просто. Я не знаю, я жду, когда он начнет петь. Особенно на абхазском, когда он поет. И абхазском тоже прекрасно, потому что мы как-то работали. Между прочим, перебью, извиняюсь. Вот у нас, кстати, еще один участник нашего концерта, который очень много нам вопросов задает. Рамина? Ты же тоже с нами пела. Может, расскажешь о своих ощущениях? Ну, Тебе понравилось вообще с нами, честно? Или нет, или ты не будешь больше с нами в Китах. Для меня большая честь была участвовать с вами в этом концерте. Вы большие профессионалы, мне кажется, каждый мечтает с вами поработать. Спасибо, Жалко, что у взаимно, нас нет взаимно. такой возможности частой, да. Вот у меня была такая возможность во времена Апснестар, когда у нас были живые концерты, и Денис как раз работал в нашем проекте. Что-то сообразить вместе с Денисом, я даже писала, помнишь, Денис, не раз о том, что хочется что-то сыграть. И вот не просто так это произошло. Наши слова. Надо всегда думать о том, что ты говоришь, потому что все сбывается. В России вы где играете? В России в основном, да, в группе, в кавер-группах. В кавер-группах там играем, конечно, попсу, может быть, но попса всегда бывает разная, она бывает качественная, да. бывает некачественной. Даже Как правило, иногда лучше в качественной, конечно, играть. Вот. А иногда, ну, бывает, конечно, джазовые вечеринки, играем, и джаз не забываем. Ну вот мне Дэн позвонил задолго, ну, за недельки 3, наверное, да, до концерта. Сказал, что надо поиграть в филармонии. Я говорю, с кем, Денис? Он говорит, Саша Морозова. А я, Морозова. Ну, думал, с Москвы. Откуда? Он говорит, с Москвы. Ну, я думал, какая-то вот певица, знаете, кавер-команды, приедет с гитаристом, да, и мы должны сыграть. Я так и подумал, я вообще не знал. Ну, вообще, это никакой разницы не имело. Ну, главное, если Дэн говорит, Потому значит, что я скромный человек, значит, это везде стоит, эта авантюра стоит от того. Ну, ладно, высылайте программу, будем смотреть. Как начали высылать программу, смотрю, там программа советская. Боже мой, я же никогда не играл советские песни. А я- тоже не играли? нет, конечно, эти песни вообще никогда не играли. Но я хотя бы большой просто поклонник советской эстрады. Это, конечно, авантюра прошла удачно, в принципе. А бывает такое, что, ну, допустим, музыканты между собой не поймут, что что-то пошло не так, там, в Конечно. музыке и Ну, прочее. конечно, В концерте участвовала еще одна замечательная, талантливая, с чудесным голосом певица Мадина Кварацхеля. Давайте посмотрим кусок ее выступления. Буду до ночной
Денис, ты был участником одного из самых крутых проектов на Первом канале. После этого о вас говорили не только в Абхазии, но и в России тоже, потому что ты с братом прям очень профессионально представили нашу страну. Да, был проект, в котором мы с братом принимали участие. Это было очень здорово, это большой опыт. После этого проекта поступали предложения, часть которых мною были приняты, некоторые я рассматривал, некоторые даже не рассматривал. Ну, были моменты такие, когда что-то изменилось в сравнении с тем, как было до проекта, скажем, ну, вот, как говорится, до и после, да. Ну, не сказать бы, чтобы прям кардинально что-то вот в жизни поменялось. Это в первую очередь опыт, хороший опыт, знакомство, познакомились с некоторыми звездами российской эстрады. Удалось Были- с кем-то из них поработать? Ну, в первую очередь могу сказать, что как раз именно благодаря этому проекту поработали впоследствии с победителем этого проекта, Даша Антонюк, Дарья Это Антонюк. с которой вы пели дуэтом. Да. Да. Приезд в Абхазию, он больше связан с именно как раз просто желанием делать что-то там, где тебе более комфортно в плане вообще жизни, нахождения, да, вот. Денис, вы еще какое-то время работали в Москве в клубе «Козл». Ну, регулярно в клубе Алексея Козлова, кстати, мы с тобой там выступали тоже один раз, как-то я помню. Да, один Да, раз. Да. Да, в клубе Алексея Козлова мы с братом вели джем-сейшн, такие мероприятия, когда мероприятия, на которых собираются джазовые музыканты, импровизируют, играют все вместе. Мы были одним из ведущих одного из дней в клубе Алексея Козлова. Ну, это вот Там один- абхазы в Москве, я помню, собирались, Да, было ходили на интересно. концерты, ждали ваше выступление. Но я, честно говоря, вот мы с братом приехали сюда, в Абхазию, я не жалею ничуть, что я приехал сюда, потому что здесь немного другая атмосфера, но тоже интересно. И с творческой точки зрения больше свободы, больше дыхания, больше того, в котором ты можешь себя реализовывать именно сугубо в творческом отношении. Скажи, пожалуйста, ты барабанщик и Да. певец. Тебе больше что ближе, петь или играть? Например, по тембру голоса. Сейчас я не для того, чтобы тебя хвалить. В Абхазии таких тембров у нас нет. Во-первых, это и высота голоса. Я правильно понимаю то, что из того, что я слышал? Тебе больше что ближе? Я барабанщик. В первую очередь, конечно же, А вокал? инструменталист. Это, в моем случае, это второстепенное. Скажу почему. Ну, там, где это требует ситуация, там, где это требует музыка, слава богу, что у меня есть возможность сделать это самому, а не ждать какого-то вокалиста, который опаздывает на концерт или там или не приходит, я не знаю. Вот. У меня есть проекты, где я много проектов, где я пою и играю одновременно. То есть Универсальный артист. я в этом, как бы, именно в этом направлении всегда двигаюсь. Я больше барабанщик, не то, что больше барабанщик, я барабанщик. Больше нравится именно... Давайте, Конечно, давайте конечно. посмотрим выступление Дениса. А сейчас человек, который будет исполнять главную партию на этой сцене, он уже давно здесь. Денис Камба! Сейчас он споет. I'll be really happy with this lonely game we play. Looking for the right this way. Searching, find nobody understand anywhere. And the love in the night sky. Потрясающе! Ну, на самом деле, Браво, Денис, потрясающе. Это в подтверждение моих слов, что необычный тембр. Да, это Стиви Вандер, да, ты сказал, твой любимый артист? Ну да, один из любимых, да. и Манера я пения думаю, что потрясающая, фирменная.
Мы вот говорили сейчас, обсуждали во время прослушивания, да, что такое ощущение, что просто поет Да. оригинал. Абсолютно. Денис, откуда у вас с братом такой талант? У вас кто-то в семье пел, занимался Да, музыкой? конечно. Но у меня в первую очередь от брата моего старшего. А у вообще него? У него, ну, от отца, от дяди, от маминого брата. Они музыканты профессиональной всю жизнь. Это, ну, в крови, как говорится, передается по То есть, наследству. значит, у вас так семейно. Да, и еще Шикарное наследство. племянник мой, моего брата сын, он тоже занимается музыкой, классический пианист, делает определенные успехи в этом направлении, поэтому на нас это, так сказать, не остановилось. Да, я слышала. Мне не хватало 2 сыновей. Это мать ваша говорит, я слышала. Мне не хватало 2 сыновей, которые с ума сходят по музыке. Еще и внук начал. Это мне кто-то рассказывал тоже, да. Раз уж мы послушали всех, кто участвовал в этом концерте, но моя соведущая тоже была участником, да, этого прекрасного шоу, поэтому я хочу спросить у тебя, Рамина, ты с Сашей как познакомилась? Где вы познакомились? Что ты пела? Как вы Я, выбирали? кстати, не помню. Мадина нас познакомила с Сашей, с ее семьей чудесной. У нас на тот момент в Гудауте была детская вокальная студия. Мы попросили Сашу приехать на Конечно. мастер-класс. Периодически Саша приезжала к нам, мы ходили к ней домой в гости, пели. И однажды мне Саша звонит, говорит, приехал Гасан Багиров, замечательный гитарист, мой друг, я хочу тебя познакомить, у нас есть кое-какие планы. И вот мы с ней встретились, обговорили будущий концерт. И Вот тогда она сказала про Тамару Шанаву, что, Да. ну, ты знаешь, ты, конечно, попробуй. мы искали, Но я не думаю. Ты, конечно, попробуй. мы искали пианистку, и, конечно, в первую очередь мне в голову пришла Тамара, и я говорю, ну, тяжело будет ее уговорить, у нее очень много дел, ну ты попробуй. А потом я говорю, так я знаю, через кого, Да. звони Мадине. И вот... Ну, а дальше вы уже знаете, Дальше, что да, было. Да. да. На этом концерте исполняла песню Ларисы Долиной. Песня называется «Стена». Очень сложная песня. Эту песню я пела в юности на конкурсе «Друзья Болгарии» в Болгарии, где вот основатель этого конкурса Бедрос Киркоров. Песня очень сложная. Я хочу сказать, что больше мне даже не сама музыка нравится в этой песне, а текст. Он практически про каждого из нас, про трудности, с которыми мы справляемся, победили какие-то трудности. Поэтому проживала ее как могла. Давайте тогда посмотрим часть твоего выступления. Сейчас я приглашаю на эту сцену еще одну замечательную девушку, певицу. И у нее очень много талантов, она вообще потрясающе поет голосом. Давайте встретим ее также. Рамина Задей! Рамина Задей! Моя стена, они стены. Я обманула вас, что не сама. Что вам за дело до меня? Не надо спеть. Любила, да, ревела, да, жила на свете. И снова на пути стена. Я ее пройти должна. Я справляюсь со стеной, пока вы все со мной, пока вы все со мной. И вот я всюду званый гость на именина. А где стена? А нет стены, стена буйна. Но не хочу, как мотылек, среда на сцену. И я кричу, постройте мне, постройте стену. И снова на пути стена. Я ее пройти должна. Я справляюсь со стеной, пока
кажется, даже комфортнее, Да. чем в той, которой ты начинал. Ну, актриса. На полтона бы там воспевал. Но с другой стороны узнали тебя люди, потому что ну, не часто получается в абхазских песнях и показать актерское прочее. Здесь, да, мы Рамину узнали по-другому. Ну, первый раз я вижу, что Я ты люблю актерски так рассказывать играла. песни. Я, когда вдумываюсь в текст, мне кажется, все артисты любят это, все вокалисты. Я, когда рассказываю текст, все, я и свободнее себя чувствую, и этот барьер между зрителем и певцом, он, все, его нет. Ты вливаешься в эту атмосферу. Спасибо огромное за возможность с вами выступить. Взаимно, спасибо. Взаимно. Это взаимно. А теперь давайте поговорим о планах. Не так много времени в эфире, поэтому я думаю, мы справимся то, что осталось, использовать. Не так много времени, нам нужно завершать передачу, поэтому хотя бы немного о ваших планах узнать. Александра, мы придем к вам, самым последним будете вы. Начнем мы с Дениса и так по порядку. Случай в данный момент сосредоточен на творческой профессии, работе в оркестре, в котором мы работаем с Тамарой, оркестр народных инструментов имени Утара Хонцари. То есть в большей степени в этот период года весь акцент, весь удар, мой творческий удар, значит, выносит именно этот оркестр. Кстати, я вас поздравляю, скоро будет строительство, начнется. Да, спасибо. Уже началось, да, это вот я узнал новости и прям Да, очень это очень обрадовался. Наконец-то. слава богу. Да. Поэтому новогодние какие-то, значит, мероприятия соответствующие, которые предстоят, мы все ожидаем и с новогодним настроением, скажем так, будем делать Встречать музыку. Новый год. Ну, планы у меня в этом году, может, никаких планов уже нету. Но на следующий год надеюсь, что какие-то творческие процессы у нас будут еще. Состыковываться вот с ребятами. Да. Да, а так мало кто знает, я тоже пишу, конечно, музыку, но пока еще просто не выставляю в свет. Это все дома происходит пока на студии, да. Ну, надеюсь, скоро Срочно получится. поделиться с ребятами. Получится. Тамара. Вот правильно Денис сказал, что сейчас у нас в таком потоке творческом, слава богу, у нас и на «Огонек» новогодний пригласили наш оркестр, будет сниматься передача. И так как я работаю в школе, естественно, сейчас период зачетов, экзаменов, концертов, я на самом деле, еще раз хочу поблагодарить, Саш, тебя, Рамина, Денис, Гарик, Гасан, Мадося, Мадина. Это счастье для музыканта, особенно в Абхазии. Это невероятная возможность расти внутри себя, для себя, играть с такими музыкантами, ставить себе новые задачи и планировать с Гасаном тоже, я так поняла, вот он дал мне пару дельных советов по поводу каких-то там технических моментов, да, вот именно даже как музыканты. Это прекрасно, когда есть диалог. Это такая редкость в наше время. Будет много всего интересного. И дай бог, чтобы у нас не хватало времени на то, чтобы урегулировать все эти графики, чтобы мы были всегда в потоке, в движении. Это жизнь, Это супер. это да. счастье. Александра. Ну, я хочу еще раз сказать огромное спасибо всем, кто принял мою авантюру, кто вписался в нее. Авантюра прошла, авантюра получилась. Вот. И что очень хочется продолжать действительно хиты 20 века. Действительно, я считаю, что это нужно сделать чтобы люди знали, что там, допустим, раз в 2 месяца вот в такое-то время они приходят, и мы вот вечер 2,5 часа у нас шел концерт, и никто не ушел, и люди не устали, и люди танцевали, и люди пели, это вот сегодня все видели. И еще и бис был, сейчас вот мы увидим наш бис, да, в конце программы. Поэтому очень много песен, очень хочется много всего еще сделать интересного. Понимаете, музыка нас связала, и неважно, что происходит, да, вот в интернациональной все на сцене, и музыка есть музыка. Да. Вот, и мы это доказали тоже всем, что Гасан это сказал, наш интернациональный коллектив. Ну что хочу сказать, всех с наступающим Новым годом, Да, с наступающим, вот, всех с наступающим, да, пусть следующий год принесет вам, ну, самое главное, всем только здоровья, ну и, конечно же, всего-всего самого хорошего, и самое главное, мирного неба, да, нам над головой. Да, дай бог. Вот, дай бог, чтобы Присоединяемся все, к вашим да, словам. чтобы все вот у нас было хорошо. В 2025 году у нас с Раминой крайняя передача. В этом году мы уже в таком формате не встретимся со зрителями, но Увидимся к Новому следующим, году да, вас ждет сюрприз в виде всех участников, именно народных участников этой программы. Поэтому желаем вам всего самого наилучшего и доброго в Новом году. Апсу культура, что и снаги артуп, а культура уарзы. Шемьехыцла. Абзерас.
Абзерас. Этот мир Еще? Давайте еще. Уже все. этот мир Груна! Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. На-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на, на-на-на-на-на. Спасибо, друзья, спасибо.